Между тем, более 160 беременных женщин переболели коронавирусом в Якутии в текущем году. О том, как протекают роды у инфицированных рожениц, а также о лечении матери и ее новорожденного. Материал Марфирины Алексеевой. Как оказалось, COVID-19 у беременных явление распространенное. Сегодня в инфекционном отделении перинатального центра находится 16 рожениц с подтвержденным диагнозом коронавируса. Объясняется это тем, что при беременности у женщины понижен иммунитет. Организм наиболее восприимчив к инфекционным заболеваниям. Очень тяжело переносят. Во-первых, это увеличенная матка давит на живот. Особенно тяжело болеет со сроками 30 и более недель. Да? Маленькие сроки как-то так переносят, они легко переносят. А которые вот сроками 30 и более, вообще 40 недель вообще тяжело переносят. Это, скажем, вопрос стоит о родоразрешении. Фаина Ягнышева лежит в больнице почти месяц, но со своей дочкой еще не виделась. Ковид врачи вылечили за 2 недели, однако сейчас ей приходится лечить осложнения, вызванные коронавирусом. У меня было 2 кесарева, первое и второе. И, конечно, вот это второе, оно с осложнениями намного прошло, и тяжелее, и вообще далось по восстановлению. Прям страшно смотреть, что каждый день поступают беременные с разным сроком. Некоторые из-за ковида приходится раньше рожать. Девчонкам тоже жалко, все переживают, что там дети у кого-то еще недоношенные, как это все. Кормят детей смесью. А чтобы лактация у матерей не прекращалась, врачи советуют женщинам активно сцеживать молоко. Сами женщины отмечают, что тяжелее всего переносится не физическая боль, а разлука с малышом. Только по фотографиям. Сидим, ждем выписку. Каждый день отчитываются, рассказывают нам, как наши малыши там себя чувствуют, как медосмотр проходит. Опять же, посмотришь, потом сидишь, 2 часа плачешь. Случаи, когда младенец заражается ковидом, будучи в утробе матери, случаются редко. В основном дети рождаются без инфекции. Чтобы не заразиться от матери после родов, младенцев сразу помещают в изолятор. Если ребенок все же родился с ковидом, болезнь протекает легко. У нас изолятор – это для новорожденных детей, куда поступают новорожденные от ковид-положительных матерей сразу после родов. И находятся они у нас здесь до 2 отрицательных ПЦР-тестов. После 2-го отрицательного ПЦР-теста, как только статус подтвержден, отрицательный, они переводятся в отделение новорожденных. Единственный способ уберечь беременных от заражения – это ограничить пребывание в местах массового скопления. А близким и родным женщин быть предельно осторожными и вакцинироваться. Те, кто живет с этой беременной женщиной, чтобы они вакцинировались. Потому что это на сегодня при этой ситуации, мне кажется, самый единственный выход. Я слышала, что многие говорят, что их не коснется это. Если у вас есть дома беременная женщина, это единственная охрана. Марфирина Алексеева, Джулус Иннокентьев, Якутск.